Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. На площади Свободы в Сухуми прошло мероприятие, посвященное 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Бадра Гунба посетил выставку, которая открылась в музее Банка Абхазии. Здесь представлены киноплакаты 40-х-80-х годов. У памятника неизвестному солдату собрались боевые товарищи, ветераны и родственники погибших и все те, кто с тыла помогает фронту. 10 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Абхазии и России Бадры Гунба и Владимира Путина. Это будет вторая личная встреча глав двух государств в этом году. Бадра Гунба и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. 30 спортсменов, добившихся наилучших достижений на международном уровне, будут получать ежемесячные гранты от государства. Такое решение принято президентом Абхазии Бадрой Гунба. На площади Свободы в Сухуми прошел фестиваль спорта, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль открылся парадом-шествием спортсменов. Первой по площади прошла колонна ветеранов спорта. Парад принял президент Абхазии Бадра Гунба. Площадь Свободы стала главной ареной спортивного праздника, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие объединило ветеранов спорта, действующих спортсменов, школьников, представителей власти и жителей республики. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта. Строевым шагом по площади прошли 25 колонн, по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. С торжественным событием участников поздравил президент страны Бадра Гунба. Дорогие спортсмены, уважаемые соотечественники, поздравляю вас с открытием спортивного фестиваля. Фестиваль, который должен стать событием не только для спортсменов, а для всех граждан нашей страны. Именитые спортсмены, выходцы из Абхазии, всегда прославляли наш спорт на международной арене. Уверен в том, что среди вас есть достойные ребята, спортсмены, которые продолжат эту прекрасную традицию. Государство всячески будет оказывать поддержку спорта. Для нас очень важно развитие спортивного сообщества. И то, что происходит сегодня, фестиваль спорта, это не только праздник для спортсменов, это праздник для всех граждан нашей страны. Фестиваль, проводимый впервые за постсоветский период, призван популяризировать спорт, укрепить его роль в обществе и повысить профессиональный уровень атлетов. Президент подчеркнул, что спорт, культура и духовность являются основой национального единства. Особые слова благодарности Бадра Гунба адресовал ветеранам спорта, чей вклад в развитие отрасли остается неоценимым. Глава государства сообщил, что подписал указ об ежемесячных грантах для 30 спортсменов. Мною сегодня принято решение, подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене. Уверен в том, что многие из вас воспользуются этой возможностью, достигая наилучшие результаты в спорте. В программе фестиваля были представлены разнообразные спортивные дисциплины, от боевых видов спорта до художественной гимнастики. Отдельные зоны посвящались тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино. На фестивале были организованы мастер-классы от известных спортсменов и тренеров, где участники могли получить ценные советы и улучшить свои навыки. Вы, конечно, как охотник взяли, можно и по-другому. Ну, можете попробовать. Еще тяните. И отпускайте. Резче. Организаторы фестиваля отметили, что главной целью мероприятия является популяризация спорта и здорового образа жизни. Они выразили надежду, что фестиваль станет традиционным, привлекая все больше участников и зрителей, и подчеркнули важность инвестиций в развитие спорта и создание условий для занятий физической культуры для всех слоев населения.
И вы видели сегодня, как красочно это все прошло. Каждый спортсмен каждого направления представлял свою федерацию спорта. Районы и городов представляли свои комитеты спорта и молодежной политики. Общими усилиями мы провели фестиваль, на мой взгляд, достаточно красочный. А он будет ежегодным? Вы знаете, мы пока не планировали проводить ежегодным, но наша задача показывать обществу, что у нас здоровая нация, что спорт в Абхазии должен быть модным. Наша задача не только развивать профессиональные виды спорта, но и любительские в том числе. Спортивные выступления представляют собой зрелищные мероприятия, демонстрирующие физическую подготовку, техническое мастерство и соревновательный дух. В основе успеха лежит многолетняя подготовка, включающая интенсивные тренировки и психологическую устойчивость. Кроме профессиональных видов в стране развиваются и любительские виды спорта. Я думаю, такие мероприятия должны быть ежегодные, чтобы люди больше привлекались, молодежь именно привлекалась к спорту. Это очень значимо для нашей страны, для нашей нации, чтобы наша нация именно была модная в спорте. Я считаю, это очень правильное мероприятие и рад тому, что оно состоялось в таком масштабе. Организаторы фестиваля отметили высокий уровень подготовки участников и огромный интерес публики к мероприятию. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что спорт – это не только здоровье и сила, но и дружба и единство, стремление к новым вершинам. Кунда Шоуа, Асида Сагария, Камила Джопу, Абхазское телевидение. Бадра Гунба посетил выставку «Повесть об абхазском парне», которая открылась в Музее Банка Абхазии. Здесь представлены киноплакаты 40-х, 80-х годов. Это афиши фильмов, снятых на тему Великой Отечественной войны и ставших любимыми для нескольких поколений советских зрителей. Все представлены экспонаты из частной коллекции писателя, фотохудожника, режиссера Ибрагима Чкадуа. Право на выстрел, экзамен на бессмертие, победа, Сталинградская битва – все это афиши советских кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне. У жителей и гостей Абхазии есть возможность увидеть их благодаря частной коллекции писателя, фотохудожника, режиссера Ибрагима Чкадуа. В экспозиции представлены киноплакаты 40-х, 80-х годов, в том числе афиши фильмов на абхазскую тему, таких как «Весна в Сакене» по произведению Георгия Гулия и «Повесть об абхазском парне», о герое Владимире Харазия. Разных периодов плакаты. Есть самый ранний 44-го года. И вообще страна, которая воевала, и весь такой ресурс уходил на фронт, она еще не забывала про кино. Она снимала кино и делала плакаты к ним, что это, конечно, удивительно. И было снято за этот период, за период войны, там почти 100 фильмов. И снимали не только на военную тематику, экранизации классики делали и так далее, и так далее. Поэтому мне особенно радостно, что много молодых людей сегодня здесь, потому что они просто не имели, наверное, возможности видеть оригиналы плакатов. Что было важно для нас? Показать плакат, афишу как отдельный жанр искусства. Давно он перестал быть рекламным инструментом. Он стал самостоятельным и отдельным произведением. В нем есть разнообразие, интересные такие вот находки. Действительно, если посмотреть, то можно проследить, как тема войны менялась из года в год. Выставку посетили президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, государственные и общественные деятели, жители и гости столицы. По словам главы государства, это возможность прикоснуться к истории и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В первую очередь позвольте поблагодарить Ибрагима за открытие этой очень интересной выставки и поздравить наших горожан с такой выставкой. Надеюсь и уверен в том, что для жителей нашего города, для гостей нашей столицы будет интересно посетить эту выставку с учетом того, что эта выставка наполнена историей, реальной историей, историей судеб людей, миллионов людей. Я уверен, что мы помним подвиг наших героев, поколение победителей. Мы в эти дни отмечаем победу в Великой Отечественной войне, победа, которая дала шанс народам Советского Союза, в частности, нам развиваться, жить на своей собственной земле. Безусловно, уверен в том, что
подрастающее поколение должно помнить то, какой путь прошли наши предки и то, какую цену заплатили за сегодняшний мир. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что в преддверии 80-й годовщины Великой Победы в стране проводят множество мероприятий, уделяя большое внимание празднику. Мы всегда проводим параллель тех лет, когда мы жили в едином государстве, и современного нашего состояния двух братских союзнических государств. И мы всегда отмечаем, что на фронт из Абхазии ушли 55 тысяч человек, 17,5 тысяч не вернулись, 23 героя Советского Союза, 3 полных кавалера Ордена Славы. И сейчас многие граждане Абхазии воюют на фронтах специальной военной операции и совсем недавно принесли свой вклад, огромный вклад в освобождение Курской области. Это основа того, что наши отношения будут и далее развиваться как союзнические, как отношения двух стратегических партнеров. По словам кураторов проекта, в этом году в преддверии празднования годовщины Победы они решили провести именно выставку плакатов, посвященных советским военным фильмам. Организаторы – Музей-банк Абхазии и Союз художников республики. Мы продолжаем серию выставок, которые мы проводим совместно с Союзом художников Абхазии и государственным выставочным залом, потому что сейчас мы знаем, что у них непростая ситуация, но вместе с тем мы рады, что чуть это не по нашему профилю, но такой возможности мы рады, потому что это дает возможность прикоснуться к разным аспектам нашей истории и культуры. Ну, конечно, это, во-первых, событие такое, да, которое очень такое знаковое для нашего народа, который участвовал в этой жуткой войне. И очень много его с этим связанных воспоминаний и событий. Вот. Эта выставка – часть коллекции Ибрагима Чкадова, конечно, у него большая коллекция, но это вот посвященная войне, очень интересная, конечно, передает дух эпохи, вот, идеологии того времени, и художественные средства того времени. Так что я думаю, что это очень интересно для всех посмотреть и немножко в прошлое вернуться, правда же, и все-таки оценить то, что мы новыми глазами видим сейчас, вот, ту эпоху. Выставка в стенах Музея Банка Абхазии продлится до 20 мая. Гугут Савардания, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. Ходу расследования убийства депутата парламента Вахтанга Гуладзе было посвящено заседание парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, которое прошло 6 мая. На встречу были приглашены премьер-министр Владимир Делба, министр внутренних дел Роберт Киут, исполняющий обязанности генпрокурора Руслан Тарба, зампред СГБ Алхаз Чичпа. Они рассказали депутатам, на какой стадии находится расследование этого громкого дела. Напомним, 19 декабря 2024 года в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике и реформам Харазия из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел не менее 4 выстрелов, в результате чего депутат Вахтанг Гуладзе был убит, а депутат Кан Кварча ранен. После совершенного преступления депутат Харазия скрылся с места происшествия и по сей день находится в розыске. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия расследуется уголовное дело номер 324/816, возбужденное 21 декабря 2024 года в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича по признакам преступления, предусмотренных пунктом Е части 2 статьи 99, части 3 статьи 29, пунктом Е части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть по факту умышленного убийства общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Голландия и покушение на убийство общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча. По данному факту было возбуждено уголовное дело 21 декабря. Сам факт имел место 19 декабря.
Значит, ну, вы понимаете, что в связи со статусом депутата и особым порядком производства расследования уголовного дела мы, значит, обратились в Верховный суд и в парламент, и дано было согласие на возбуждение. По делу собрано много материала, уже набирается около 5 томов. Сам, значит, Харазия скрылся с места происшествия, это вы все знаете. Проведены много следственных действий, экспертизы назначены, на часть из них получены ответы. Есть еще много мероприятий, значит, которые необходимо проводить. Расширенный репортаж заседания парламентского комитета смотрите в нашей сегодняшней программе в рубрике «Амшившара плюс». День добровольца Донбасса отметили в столице. У памятника неизвестному солдату собрались боевые товарищи, ветераны и родственники погибших и все те, кто с тыла помогает фронту. Семьям героически погибших добровольцев вручили награды «Золотые Георгиевские кресты». В мероприятии приняли участие ученики 3-й столичной школы имени Воронова, представители Музея боевой славы имени Арзенба, представители духовенства, общественности и наш корреспондент Гугуца Вардания. День добровольца Донбасса учрежден именно в святой православный праздник Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. Вот уже 11 лет у памятника неизвестному солдату на Сухумской набережной возлагают цветы и вспоминают тех, кто совершал героические поступки. Участники акции также благодарят неравнодушных людей, которые помогают по сей день Донбассу. В мероприятии приняли участие школьники, представители духовенства, государственные служащие, ветераны фронта, родственники погибших, общественность. Встречались не раз мы с тобой. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Сегодня и 1000 лет тому назад, и 2000, да и 7000 лет тому назад было всегда и во время Нового Завета, и во время Ветхого Завета были добровольцы, которые стояли на защиту. И это есть для нас всех примером, как мужественно можно жертвенно относиться ко всему тому, что происходит в мире. С первых дней конфликта на Донбассе абхазские добровольцы, воспитанные на традициях национального достоинства, памяти о нашей Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов и идеалов справедливости, встали плечом к плечу жителями Донбасса. Наши сыновья, братья и отцы ушли в бой, руководствуясь зовом совести и духом свободы. Некоторые из них пожертвовали своими жизнями ради достижения победы. Память о павших живет в наших сердцах. Мы склоняем головы перед всеми героями, которые сражаются за мирное небо. Сегодня, как и прежде, мы с вами, единым духом, общей болью и общей верой в будущее. За эти годы защищать жителей Донбасса из Абхазии ушли десятки добровольцев. Многие погибли, но память об их подвигах бессмертна. В рамках мероприятия родственникам погибших добровольцев были вручены медали «Золотые Георгиевские кресты». В первую очередь светлая память всем тем, которые погибли на этой войне. И спасибо всем, кто чтит и помнит этих ребят. Надеюсь, мы будем помнить всегда и не забывать. Спасибо большое. Отметили в рамках мероприятия, посвященного Дню добровольца Донбасса, и бойцов, которые по сей день находятся в зоне боевых действий, и тех, кто помогает в тылу. Им были вручены благодарственные письма. Мы встречаемся накануне великого праздника 80 лет назад, в мае месяце, когда прадеды наши повергли фашизм, уничтожили его, и вот опять поднял голову ненавистные фашистские идеологии, и приходится нашим сыновьям, друзьям, братьям снова сражаться на земле Украины с этим злом. Я хочу в преддверии праздника всех поздравить с победой и тем, кто сражается сегодня на СВО, пожелать
победы скорейшей и возвращения целыми и невредимыми домой. 11 лет, как идет война на Донбассе, и 10 лет, как отмечается праздник День добровольца Донбасса. Вот в такой святой день, День Георгия Победоносца, мы ежегодно празднуем этот праздник, являясь первыми добровольцами Донбасса. Вот уже 11 лет проходят у нас праздничные мероприятия. Мероприятие подготовлено и проведено общественной организацией «Доброволец», которая объединяет ветеранов, волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников специальной военной операции, войн и военных конфликтов. Гугу Цавардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Завершены работы по благоустройству проспекта Яйра в столице. Уложено более 1000 квадратных метров брусчатки, возведены бордюры. Общая стоимость работ составила около 6 миллионов рублей. В 2023 году на проспекте Яйра было запланировано благоустройство территории общей площадью 300 квадратных метров. Это благоустройство относилось к дому номер 68 и 70. Однако по многочисленным обращениям граждан площадь благоустройства была увеличена и получилось реализовать на 1300 квадратов больше, чем было запланировано. В связи с чем у нас практически весь проспект выложен брусчаткой, выполнены абсолютно все просьбы жителей. Это подходы к подъездам, тропинки, через газоны и так далее, и так далее. Мы учли максимальное количество всех пожеланий. Более того, по поручению премьер-министра в 2025 году также будет профинансировано благоустройство дворовой территории дома номер 170 по проспекту Яйра, так как это был единственный двор на данном участке, который не был благоустроен. Работы были начаты в 2024 году, по благоустройству закончены в 2025 году, буквально 2 недели назад. В Доме культуры Сухумского района в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось праздничное мероприятие. В нем приняли участие ученики районных школ, а также творческие и танцевальные коллективы города. Они спели песни военных лет, рассказали о забытых подвигах героев, которые ушли на фронт из Сухумского района. Абхазия направила Красную армию и военно-морской флот более 55 тысяч своих лучших сыновей и дочерей. Из Сухумского района на войну ушли около 6 тысяч человек. Это наш Сухумский район. Из них погибло 1300 человек. Без вести пропали 740 человек. Вернулись живыми более 4000 человек. А на сегодняшний день никого нет у нас в Сухумском районе. Вы представляете? Мария Аписба, выпускница Сухумской школы номер 10, мечтала о полетах над землей с ранней юности. Мария Аписба была одной из женщин-летчиц, пилотирующих истребители во время Великой Отечественной войны. Немцы прозвали их «ночными ведьмами». — 8 мая в Абхазской государственной филармонии состоится сводный концерт Министерства обороны Российской Федерации «Песня Победы поет весь мир». Помимо концертов можно будет посмотреть выставку Центрального музея военно-воздушных сил. Организаторы – представительство Россотрудничества в Абхазии, Министерство обороны России при поддержке Министерства культуры Абхазии. Начало концерта в 18 часов. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 7 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Утром туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.